но вчерашние ходаки к Шору сегодня руководят автономией. А в их же руках ГРТ, которые, как только что Лена Федоровна подметила, что даже выступление человека, который стоял у истоков создания автономии, это имя Георгия Калчо, которое известно хорошо не только в Вулканерском районе, а вся Гагаузия знает, что это юрист, который в то время помогал формировать юридические основы для запросов общественников в Гагаузии, почему нам нужна гагаузская автономия, первоначально Гагаузская республика. Если даже мнение этого человека ГРТ дает в высеченной версии только там, где он говорит «поздравляю вас с этой датой». То есть даже критичное мышление человека, который создавал эту гагаузскую автономию, недопустимы. То какую Гагаузию мы сегодня имеем и почему нужно делать вид, что мы этого не замечаем, если мы это видим, но сколько людей это видят и оценивают это как угрозу, реальную угрозу жизни гагаузской автономии. Я не зря говорил про чемоданное настроение, потому что мы видим, как показывает практика. Те люди, которые работают против государства, те люди, которые работают в том числе против автономии, если возникают определенные проблемные ситуации, бегут. Да, они не остаются здесь, чтобы понести соответствующую ответственность. Я это имею в виду. Если все будет хорошо, они останутся здесь. Но если будут какие-то проблемные вопросы, если будут вопросы, связанные с юридической ответственностью, поверьте мне, что у некоторых даже по 2-3 паспорта в кармане. Поэтому я говорю, что в Гагаузии смогут навести порядок те люди, которые хотят жить здесь и переживают в том числе и за юридическую ответственность, переживают в целом за Гагаузию и не будут идти против автономии, против государства, потому что они хотят жить здесь. А те люди, которые идут против государства, идут против автономии, они 100% в голове держат план, в случае чего, если наступит юридическая ответственность, они соберут чемоданы и уедут.